Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу.опоры. В студии Светлана Кадырова. Июнь — месяц народных праздников. Один из самых любимых и в количественном, наверное, выражении тоже Сабантуй. Только в этом году запланировано 388 Сабантуй в 59 регионах России и 37 странах мира. Таковы данные Всемирного конгресса татар. Но все громче раздаются голоса, что просто песни, танцы, бег в мешках — это уже не тот Сабантуй, который хранит исконные традиции. Вот тема сегодняшней нашей программы «Народные праздники. Возвращение к истокам». А надо ли это, в каком виде это надо, и не потерять ли он своей популярности? Об этом разговариваю с экспертами. И вот должность у нашего эксперта первого вот очень отражает всю тему программы, потому что это директор ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан Алсура Авель Мифтаховна. Добрый вечер. Гульнара Фатовна Габдрахманова, заведующая отделом методологических исследований Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Татарстана, доктор социологических наук. Хайрлы кич. Добрый вечер. Впервые сегодня с нами представитель Республики Саха-Якутия Республики Татарстан Рамиль Габдулбариевич Закиров. Добрый вечер. С нами тоже сегодня впервые знаток аутентичного Сабантуя, я надеюсь, Арслан Карадинович Мингалиев, заведующий этнографическим музеем КФУ, ассистент кафедры антропологии и этнографии Института международных отношений КФУ. Рада вас видеть. Здравствуйте. С нами сегодня культуролог, режиссер, историк Кенже Митхатовна Дусаева, автор проекта «Мир татарской женщины», соучредитель Института городских исследований Тамгар. Приветствуем вас. Добрый вечер. И с нами по скайпу неизменный продюсер зрелищных событий, организатор Сабантуя в городе Москва Азат Галямшин. Приветствуем. Товарищи, добрый вечер из Москвы. Да. Я напоминаю, что мы ровно в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Но если понадобится, если вы будете слишком противиться мнению коллеги в студии. В начале недели, так начнем традиционно с опроса аудитории в соцсетях. Спросили мы у интернет-аудитории ТНВ, знаете ли вы традиции праздников своего народа? Да, из поколения в поколение они передаются. Большинство, 75%. 20% заявили, все праздники одинаковые, это песни и пляски. 5% сказали, нужно смотреть в будущее, а не в прошлое. Никаких тут праздников. В общем-то, зрителям мы задаем тот же вопрос, посмотрим, как отреагирует уже телевизионная аудитория. Вот как социолог Гульнара Фатовна, насколько национальные праздники являются тем самым связующим звеном из поколения в поколение? В наши социологические исследования мы всегда закладываем один такой вопрос, который связан с выяснением того, через что люди чувствуют свою этническую идентичность. Этот вопрос мы задаем представителям самых разных народов нашей республики. И в числе главных таких вот признаков, маркеров этнической идентичности наши респонденты всегда называют праздники. Поэтому для меня вполне понятны вот те цифры, которые вы говорите, потому что у людей действительно праздники, обычаи, обряды являются очень важным подтверждающим таким элементом своей вот этнической специфики. Это один момент. Второй момент, я бы как социолог хотела отметить, что действительно у людей очень огромная потребность вообще в каких-то общественных мероприятиях, культурных общественных мероприятиях, потому что давайте вспомним, что в советское время, конечно, это была целая такая определенная политика, когда мы все выходили с транспарантами 7 ноября, когда готовились к этому празднику, и действительно было такое воодушевление у людей, но потом в 90-е годы все вот такие большие массовые праздники вдруг исчезли, а на смену-то ничего и не пришло. И у людей, конечно, все равно сохраняется вот это коллективистское начало, желание все-таки как-то каким-то образом встречаться, отмечать какие-то очень важные, значимые праздники. И надо сказать, что именно вот традиционные праздники вот с каждым годом, на мой взгляд, становятся все более и более востребованы. У людей и появляется все больше и больше интерес к этим праздникам. Спасибо. Я думаю, если бы это... Опрос мы проводили в Якутии, нам сказали 100%, что национальные праздники, я абсолютно не знаю все, потому что передаются из поколения в поколение. Вы согласитесь с этим? Да, конечно, на язык, допустим, очень большое внимание уделяется язык — это якутский праздник. Да, старикам, то есть им особое место, и уже старейшины говорят об истоках, как у них праздновалось, и молодое поколение слышит это все из уст в уста. То есть это лекция идет? Условно, там, ну, собираются за круглым столом, это обсуждается, и в любом случае вот самый главный обряд происходит очищение, да? Там проводит его самый старейший, самый уважаемый человек, и он читает как и одновременные молитвы, и напутствие всему подрастающему поколению, среднему поколению. А есть какая-то книга, где записаны все, вот, как нужно проводить этот праздник? Ну,
можно вычитать и в эпосе Оланхо, да, допустим, в этом во всем. Но там именно чем и знатен праздник, что из уст в уста передаются все эти традиции. И как раз-таки, почему так много приходят к нам на праздник, чтобы услышать, увидеть, передать это все. Поскольку зимой, основное время у нас зима, люди впорознь находятся в различных, ну, каждый в своих домах и так далее, поэтому... То есть это еще и климатические. И климатические особенности, конечно, региона нашего. Хорошо, вот хочется прям, Энже на меня так смотрит. Что Энже? Что Энже? Вы против? Нет, я в данном случае соглашусь, потому что праздник, он является объединяющий для определенной группы. То есть, когда мы говорим о том, что все-таки в последнее время стремление идет к индивидуальности, но вот это стремление коллектива по определенному признаку, что мы отмечаем, например, в Татарстане Сабантуй отмечают не только татарское население, и это принадлежность к жителям, например, Татарстана. Да? И в этом смысле, конечно, праздники есть этнические, религиозные, да, там, традиционные. Есть какие-то сконструированные праздники, и они необходимы, вот как раз то, о чем говорят мои коллеги, для того, чтобы чувствовать общность. Арслан Хайрудинович, на ваш взгляд, вот результаты опроса, на самом деле, 75% говорят, да, из поколения в поколение я все знаю. Вот согласитесь ли вы с тем, что люди все знают, и из поколения в поколение до нас дошел тот Сабантуй, о котором еще 3-4 поколения назад, там, ну или 5-6 рассказывали? Я, наверное, тут тоже продолжу мысль, действительно, что мы, наверное, как люди, да, все-таки каждый день, там, каждую минуту не задумываемся о том, вот, насколько у нас там богатая культура у нашего народа или у нашей нации, если мы говорим о согражданстве. Да, как-то, если нас спросят действительно в рамках опроса, либо в каком-то тематическом занятии, мы можем ответить, что действительно, да, важно. Но вот так вот каждый день, я думаю, это будет чрезмерно для людей. Но вот как раз о ощущениях общей такой сопричастности, о том, что люди на праздниках испытывают одинаковые эмоции, одинаковые чувства, и поэтому они становятся чуть ближе. Да? Так вот, во многом чисто эмоциональная история. Это, конечно, бесспорно факт. Поэтому действительно эти праздники, и этнические, и религиозные, и гражданские праздники, да, тоже нам всем прекрасно известны, они как раз делают, наверное, нас чуть ближе, как жителей там, одного населенного пункта, республики, страны, да, так и, в принципе, ближе к своей культуре, которая во многом иногда причудливым образом в умах людей может сочетаться там, этническое с гражданским и уже не делиться. Это очень такая пластичная, в принципе, история. Поэтому, разумеется, если мы там думаем о чем-то таком великом, далеком, да, ну, вряд ли, да, потому что если это, конечно, очень хорошо, что действительно передается из поколения в поколение, вот, но зачастую как раз люди уже приходят на готовый праздник, да, соответственно, с каким-то готовым уже ощущением, что сейчас будет что-то интересное и веселое. Вот, и не вкладывают, может быть, ну или вкладывают, но в меньшей степени вот какие-то великие. Еще ждут, да, настоящие. Да, это вот за такой некой искренностью, да, с одной стороны, то, что действительно это... Очень просто приходят да? за праздником, да? Ну, в Якутии, допустим, тот, кто занимается очищением, его называют алгасчит. И я думаю, что часть населения вряд ли в течение года может на обряд очищения попасть к правильному алгасчиту, а вот он делает все правильно. Все правильно, и люди верят в то, что именно вот в эту минуту, в этот день, как раз-таки на Исрихе, они на год вперед очистятся за прошлый, и там сделает этот алгасчит все правильно. Что-то даже я туда захотела. И даже я уже к нему захотела на очищение на ближайший год. Так, сейчас у Азата в Москве, вот татар в Москве Сабантуй только собирает? Или вообще, в принципе, Сабантуй в Москве это не про татар? Сабантуй в Москве это про татар, так. Но на самом деле не больше 30% посетителей Сабантуй это татары. Если говорить про Московскую область, то это вообще не больше 10-15%. Поэтому традиционно за многие годы здесь этот праздник стал многонациональным. И поэтому он проходит зачастую на 2 или 3 языках, либо на татарском русском, либо на татарском башкирском русском, потому что задача стоит посвятить в этот праздник именно внешнее население. Да? Первая задача – это, конечно же, самим встретиться, пообщаться. Вторая задача – посвятить в этот наш праздник всех остальных. Поэтому традиционно, пытаясь посвятить в этот праздник всех остальных, он и получается максимально активным для всех гостей, потому что невозможно посвятить без того, чтобы люди что-то попробовали, в чем-то поучаствовали и что-то послушали или даже сами что-то попробовали изобразить. Поэтому в этом отношении наши старания вот всегда в этом русле идут, и прежде всего отзываются они, конечно, у самих татар,
но, тем не менее, и гости наши всегда поддерживают то, что мы пытаемся активно их заставить делать. Вот мне сейчас интересно, что-то попробовать, что-то увидеть и так далее. Вот мне хочется понять, что мы хотим попробовать, что мы должны увидеть, и, в принципе, как выглядит тот самый аутентичный сабантуй, настоящий сабантуй, да, о котором мы говорим. То есть идея, почему здесь, в принципе, тоже сегодня и представитель Республики Якутия, здесь Саха-Якутия, потому что, в общем-то, на примере праздника якутского ИСАХ раис Республики Рустам Минниханов после участия год назад, да, он приехал и сказал, вот с чего надо брать пример. В общем-то, история вся закрутилась. Да, Суровильна? Да. Закрутилась? Закрутилась. Как она закрутилась? То есть в этом году, то есть сейчас череда сабантуев началась. На прошлой неделе был Буинск, который позиционировал себя с этнокомпонентом, да, сабантуй. Вот, вообще, вроде сабантуй изначально, да, с этнокомпонентом, а тут прям позиционировался как сабантуй с этнокомпонентом. Меня немножко вот это выбило из колеи. В принципе, что за этот год произошло, и можем ли мы, кроме как в Буинске, в принципе, сегодня увидеть аутентичный сабантуй, либо хотя бы признаки того сабантуя, о котором потом нам расскажет Арслан Хайрудинович. Мне очень интересно просто, на самом деле. Просто вот признаки того сабантуя, который мы хотим увидеть, наверное, никто себе и не представляет. Вот вопрос в этом. То есть то, что мы хотим вернуть, какие-то вот традиции, которые были ранее, но точку отсчета тоже никто не знает, это я соглашусь, да. То есть все равно традиции, они трансформировались, они проходили какой-то и что считать правильной традиции, что неправильно, это тоже такое спорное. Что вот мы сделали, потому что мы в большей степени курируем, как организаторы, традиционные праздники народов Поволжья. Что мы сделали в этом году? То есть мы на каждом традиционном празднике транслировали культуру именно только этого народа. То есть, это марийский праздник, да. То есть ранее это было, когда там были татарские, русские подворья, там все намешано было. В этом году это уже вот только их культура, то есть все обряды, начиная там со свадебного, рекрутского, то есть показа их быта, то есть, вот такие вещи, которые... сейчас говорите о марийских, удмуртских, карабон, да? То, что да. А вот как сабантуй это коснулось? Или еще не коснулось? Сабантуй это, коснулось, во многих, даже в том же Буинске можно отметить положительные тенденции. Это то, что они как бы объявили акцию «Оденься национальную», у них все равно какой-то процент это пришел все-таки в национальном, и если это продолжать, это будет достаточно такое массовое как бы влияние. То есть это старт такой, да? Да, и в моем понимании, да, мне хотелось бы, чтобы я увидела просто сабантуй, а не смешанные легенды, там 12 девушек, да, или еще что-то. Конечно, они с точки отсчета того, что там было когда-то и кто-то там чего-то сказал, может быть, они ошиблись. Но это их видение, они как организаторы молодцы. То есть, но по наполнению что, пока вопросы, да? По наполнению, я как бы сама лично не присутствовала как бы на самом Буинске, на сабантуе. Я просто смотрела видеорепортажи и фото. То есть в целом Буинск так и так проводит очень хорошие как бы сабантуи вообще в принципе. Потому что это самые хорошие сабантуи, это районные в деревнях, вот как сегодня говорили мы уже об этом. Чем меньше деревни, тем лучше, да? Да, и то есть районные сабантуи, они все равно как бы собирают очень много народу. Нет, хороший сабантуй это хороший сабантуй. Нам сегодня интересно на исконный сабантуй посмотреть, и можем ли мы его реализовать в современных условиях. После рекламы это и продолжим обсуждать. И мы продолжаем. Рекламы нам даже было мало, чтобы обсудить что-то еще за кадром. Арслан Хайрудинович, давайте такое. Что такое аутентичный сабантуй? Вообще, какие признаки, я не знаю, главные, 5-7... Что должно быть? Понятно, там, не знаю, батыры, баран, кефир, шест, петух, что? Мешки. Обязательно яичко в ложке. Да, яичко в ложке обязательно, да? То есть признаки яичка в ложке, это уже аутентичный сабантуй? На самом деле, если говорить с точки зрения науки, то мы всегда должны опираться на источники. Да? То есть прежде всего это наша база. И как тоже сказали уже, сложно найти эту точку опоры, как очень символично, да, с названием программы, откуда нам, собственно, и считать с точностью до дня желательно, да, в каком-нибудь лохматом глубоком веке, когда все это началось. И, соответственно, если мы смотрим источники, то по факту
Дальше, если мы говорим прям о каких-то предметных описаниях там, того же Сабантуя, если мы сейчас о нем говорим, дальше 19 века весьма уже сложно смотреть. Да? Мы какие-то эпизодические источники можем видеть, которые в общих чертах говорят о том, что действительно там и был и борьба, и были конные скачки и так далее. Но вот понятное дело, что правила этой игры, или там какое, условно, сколько коней должно участвовать в забеге, на какое расстояние, чаще всего не приводится. Ну давайте, Сабантуй 19 века, давайте точку отсчета там найдем. Да? Вот ну, что, если так очень приблизительно говорить, то, конечно. И вот мы даже можем посмотреть, да, действительно, о локальной традиции своеобразной этого праздника. Действительно, в каждой деревне, в каждом населенном пункте, даже в Казани, были свои традиции. Какие-то определенные прям общие признаки, да, они фактически вот именно собираются, кодифицируются в особые такие методички, ну, буквально уже ближе к началу советского времени. В советском времени уже вот обязательная программа с началом, да, вступлением первых лиц, соответственно, праздничной программы концертной. Это еще тогда началось. В принципе, в 19 веке, да, действительно, уже, то есть мы со второй половины 19 века можем говорить, что, особенно в городе, да, в Казани, приглашались определенные музыкальные коллективы, да, которые, соответственно, могли, например, эту концертную часть составлять. Хотя изначально, опять же, мы говорим, если про сельскую местность, то там был такой условно открытый микрофон, да, где каждый мог выйти и что-то, да, такое свое показать, либо станцевать, либо спеть, ну, вот такие вот локальные традиции. Я, по-моему, такое видела. Ну, да, тоже есть, по-моему. Действительно, можно говорить и про основу, такая, скажем, кульминация, да, всего, это обязательно борьба, да, коряж. Отличались только призы. Но, соответственно, вот это вот три единства, то есть самого праздника, то есть подготовительная часть, основная часть, которая на площади, да, собственно, проходит, ну, такой площадь очень условно, конечно, да, вот, и, соответственно, завершающая часть, там, с игрищами и так далее, она, в принципе, так или иначе присутствовала. Иногда, конечно, это могло все в один день укладываться, как сейчас, но вот в Казани, в принципе, в 19 веке праздновался обычно Сабантуй неделю, это было май-июнь, с пятницы до пятницы, вот народ, соответственно, так или иначе гулял. Когда в майске надо проводить. Ну, примерно так можно сказать. То есть, по факту, мы можем говорить, что был определенный пул спортивных состязаний, именно состязаний, да, то есть это и борьба, и конные скачки, и, соответственно, перетягивание каната, и какой-то определенный пул игрищ, да, то есть это были вот те самые такие шуточные мероприятия, да, связанные там с бегом в мешках, да, или там. Ну, на самом деле, про монетку то тоже вот с кефиром такое отношение очень настороженное, потому что вот, те же самые, я тут опираюсь на исследователей, соответственно, вот мы можем да, привести пример Рауфу Каримовну Уразманову, которая профессионально, собственно, занимается праздниками, да, и вот она как раз пишет о том, что, например, тот же самый катык, да, доставание монетки с КТК, это очень такая традиция, ну, новоделанная, потому что в татарской культуре отношение, ну, не только в татарской, да, культуре, отношение к продуктам питания, оно весьма такое почтительное, уважительное. И, разумеется, вот, да, мы можем говорить, что это праздник, вернее, это вот испытание, состязание, оно такое только условности было все. Но яйца были. Но тут тоже, на самом деле, сложно сказать. Да, яйца участвовали как символ плодородия, их, например, собирали перед праздником, да, обязательно, как те же самые крашеные яйца тоже участвовали. Ну, смотрите, Арслан Германович, вы сейчас рассказываете, я понимаю, что вот мы все видели аутентичный Сабантуй, я правильно понимаю? Ну, аутентичный такой, в общих чертах, что называется Сабантуем, да, мы, разумеется, все видели. Вот какой из самых таких Сабантуев, на ваш взгляд, приближенных к 19 веку вы видели за последние там годы? Да, тут я вот так сразу, наверное, сказать не смогу, чтобы так вот кого-то выделить. Да, в принципе, они все так или иначе совпадали. Мы что еще должны понимать... Вы считаете, что это традиционный Сабантуй, я правильно поняла? Не могу сказать, тут ни да, ни нет, потому что... Это уже интересно. Потому что, если мы говорим про современный Сабантуй, да, то это все-таки, тоже, как мы вот обсуждали, это все-таки своеобразное шоу, да, это прежде всего массовый праздник, и у каждого массового праздника есть прежде всего режиссер и такая рабочая группа, которая создает этот праздник, начиная с концепции и заканчивая техническим оформлением, там, концертная программа, свет, призы и так далее, и так далее, да, то есть, поэтому вот этот режиссерский почерк, да, какой-то ход, он так или иначе присутствует, даже вот про воспоминания про этих 12 девушек, да, и так далее, которые сегодня уже не раз звучало. Но почему нет? Я вообще не сторонник, на самом деле, каких-то категоричных, да, там, да, нет, потому что если мы говорим про праздник и нам во многом можно даже не выдумывать, да, потому что у нас действительно богатая культура, которая имеет очень много сюжетов, тут не только татарская, да, вот не про Сабантуй конкретно,
культура любого народа. Она имеет много сюжетов, и уже этот сюжет все-таки, как мне кажется, его причесать, да, или как-то вот немного сделать более современным, да, мне кажется, не зазорно. Вот. Но опять же, где-то граница, да, перед тем, как причесать, чтобы он, соответственно, входил органично в современную культуру, и вот тем, чтобы полностью его порубить и отставить от него только название с традиционным костюмом, да, на ведущий этого праздника, это, конечно, вопрос очень такой спорный, и я, наверное, на него тут в 2 предложениях ответить не смогу, потому что такого, мне кажется, стоявшегося мнения нет. Рамиль Габылбарович, я так понимаю, что праздник у вас в Исаах вообще не претерпел изменений. То есть как 100 лет назад, так и вам, конечно, сравнивать сложно, да, но потому что вот я слушаю и не понимаю, на самом деле цель и задача какая преследуется? Или сделать более подобное шоу, либо придать тому импульсу, который сейчас современности и иммерсивности, да, придать вообще самому есть Сабантуй. режиссеры на якутском празднике? Нет, конечно, есть какой-то части обязательные, да, то есть пригласить, вот я как повторюсь, да, основные действующие лица, но там внутри человек испытывает желание сам очиститься, прийти. Вот у нас, я думаю, надевая костюм, девушка хочет показать, что она именно якуточка, да, и я думаю, здесь тоже, одеваясь татарочка, она должна показать себе, что она татарочка, татарин парень, что он тоже относит себя к этой национальности. Вот проводится конкурс батыров, да, потому что он самый сильный татарин. Там. То есть, это изнутри же как-то должно идти, поэтому искусственно как-то, то есть надо решить, либо путем шоу, намного круче шоу, либо иммерсивности. Я думаю, иммерсивность в Якутии больше присутствует, потому что там из народа все это исходит. Из желания народа во всем этом поучаствовать самолично, прикоснуться к огню, очиститься, покушать оладушки, там, да, тут сам народ хочет этого. А здесь, наверное, больше посмотреть на, как красиво все сделано. Мне кажется, речь здесь вообще бы я вела немножко в другой плоскости. Потому что, с одной стороны, вопрос, который обсуждается, это вопрос к реконструкторам. Да? И есть вопрос, что мы воссоздаем тот праздник, который по источникам и так далее и тому подобное. Вообще у ЮНЕСКО есть понятие о нематериальном наследии, куда входит ряд праздников, которые существуют столетиями. И то, вот о чем рассказывает Рамиль, приводя в пример Якутию, можно проводить параллели со знаменитыми праздниками. Вот мне близка Италия, я поэтому там знаю, да, что традиция, как она была заложена в XIII веке, так она максимально с минимальными изменениями, да, она продолжает, собственно, И задача ЮНЕСКО максимально зафиксировать в том виде, в котором есть, да, и вот это как-то транслировать, поддерживать и так далее. Если мы все-таки говорим и мне здесь кажется, нет никакого противоречия о Сабантуе современном, тоже речь идет об адресатах. Для кого мы делаем это Сабантуй. Потому что если это Сабантуй в деревне камерный, то я думаю, что здесь такая же история примерно как в Якутии. Если мы говорим о Сабантуе, например, республиканском, или что это какой-то образцово-показательный Сабантуй, где мы хотим показать то, что есть на сегодняшний момент, мы действительно, как когда мы принимаем гостей, мы достаем самые лучшие платья, лучшие украшения, еду и так далее. И все-таки даже применительно к XIX веку и к XX веку мы уже понимаем, что есть традиционная культура и есть, например, советский конструкт праздников. И мы понимаем, что то, о чем мы говорим сегодня по народной культуре, в этом есть очень большой советский компонент, когда переизобреталась народная культура. И сегодня мы видим как раз вот этот советский конструкт, традиционный конструкт и, естественно, современный контекст, который дает изменения. И мне кажется, если праздник востребованный живет, если он нужен, то пусть он живет, это же всегда живая традиция. И задача как раз то, чем занимается Алсу Равильевна и чем занимаются мои коллеги-этнографы, показывать, что там есть, а современность она все равно адаптирует под свои нужды. А не обсуждался идея Алсу Равильевны, например, сделать какую-то одну площадку, один Сабантуй, исконный и так далее, остальное сохранить в том виде, в котором есть? То есть, может быть, для тех, кто хочет непосредственно познать, узнать истинные традиции исконные, то тогда да. Как таковая площадка рассматривалась, сейчас готовится очень усиленно эта площадка в Мирном, которая будет в Казани, то есть
оргкомитет готовится, и они максимально хотят сделать это все очень красиво, аутентично, поэтому посмотрим, что у них получится. Но мы, как предложение, давали, чтобы это было заказание, и чтобы сделать его вот таким сельским как бы праздником. Ну, как бы, вот это вот слово аутентично мы слишком много употребляем, то есть, которое было вот именно территориально, ну, более, скажем, для людей понятнее. Вот, то есть, вот сейчас, если мы тоже, я слушаю, да, вот по поводу того, что мы называем аутентичным, что называем это, у нас, мы делаем это для людей же, прежде всего, да, и когда человек приходит на праздник, то есть он ассоциирует свою аутентичность со своим детством. То есть у меня так в детстве было. А люди, которые как бы сейчас у нас приходят на Сабантуй, у них, в принципе, советское детство. Поэтому совсем исключать и прям показывать прям, ну, только этот нельзя. То есть оно все равно трансформировано. Да. Мы сейчас прерываемся на новости Татарстана. Второй части продолжим. Не переключайтесь. Итак, это вторая часть ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня говорим о народных праздниках, возвращении к истокам, но скорее больше, наверное, даже о Сабантуе. Сегодня говорим, насколько интересен, аутентичный Сабантуй сегодня современным людям. И есть ли так общее понятие аутентичный Сабантуй? Интересная была первая часть. Вот во второй части мы, Алсу Равиль у нас сейчас договорит. Итак, мы все-таки пытаемся какие-то истоки найти, да? Ну, конечно, рабочая группа. Рабочая группа. Создана даже есть, рабочая группа. Да. То есть у нас работают, то есть их приглашают научных сотрудников из ведущих вузов наших, то есть строится сценарий на основании вот как бы каких, ну то есть даже сценарий пролога в этом году новый режиссер, то есть у него тоже новое видение. Забаров, да, Забаров, Айдар Забаров. То есть я думаю, что будет очень интересно, потому что это другой взгляд немножко на культуру. У нас ставила Тукаев, день рождения Тукая, да? Да, и то, что балета. будет представлено в основной своей массе, это татарская культура, в разных как бы интерпретациях, там разные кухни там будут и все остальное. Исконное возвращение к традициям мы увидим уже в этом году. Говорить о том, что это прям аутентично, ну это в мирном, да, получается. То есть, ну какие-то элементы условно. Но это будет практически на всех площадках, которые будут в городе 24 июня. Ну, основная, да, это площадка мирная. В общем, хотите увидеть? Приезжайте. Значит, в Мирной, да. В этот же день будет еще и якутский праздник, где будет... Да, он также на Мирнинской площадке в Березовой роще. Наша небольшая площадка. Мы проведем ИСЭХ в рамках Сабантуя, так же, как и в 2022 году проводили Сабантуй в рамках ИСЭХа в Якутии. Так, постараемся тоже показать свои традиции, культуру. Пользуясь случаем, приглашаем. Да. Где аутентичный, да, если так возможно. Но вот к социологу Гульнар Фатовна, к вам вопрос. Вот мне показалось, когда мы освещаем на ТНВ и Грунтбетон, и УЯФ, и Каравон, и Семык, и мне показалось, что там, вот так же, как и у якутов, что там аутентичней. Я не знаю, давайте это слово сегодня использовать. Что там, такое ощущение, что там ярче, что там действительно по-настоящему, что обрядов там больше, традиций там больше, чем на Сабантуе. Вот мое субъективное мнение. Так это или не так? Это так на самом деле, и я думаю, что главная причина заключается в урбанизации, в уровне урбанизации. Скажем, если мы будем говорить про якутов, то урбанизация у них произошла гораздо позже, чем у татар. И вот наш последний опрос, который мы проводили с коллегами из Северо-Восточного федерального университета из Якутска, опрос среди родителей в школах столицы этой республики, он показал, что более 80% родителей – это выходцы из сел. То есть они родились когда-то в сельской местности и потом переехали только в город. Понятно, что эти люди знают традиционную культуру, знают все эти праздники, поэтому это идет у них через себя, это они все пропускают, и они действительно отмечают праздник. Он настоящий у них этот праздник получается, потому что они глубоко включены вот в эту традиционную культуру. И еще очень важный фактор – это язык. Все-таки, вот опять же, вот это все-таки не очень высокий уровень урбанизации якутов позволяет им до сих пор сохранять якутский язык. А что татарский Сабантуй? Где вы видите татарский язык?
Сегодня на нашем сабантуе татарский язык — это в лучшем случае приветствие ведущих в самом начале, ну и, может быть, и песни. Там несколько песен, которые исполнятся на татарском языке. А исах — это в основном все-таки он проводится на якутском языке, но, по крайней мере, его довольно много по сравнению с нашим сабантуем татарского языка, вот уже совсем чуть-чуть. Поэтому вот урбанизация, конечно, это очень важный фактор, который влияет вот на сохранение вот этой аутентичности, о которой мы сегодня много говорим. Но и поэтому, мне кажется, вот сделать сабантуй татарским татарам еще и сложно по другим причинам. Давайте будем говорить о том, что все-таки сабантуй у нас превратился в бренд Татарстана. Это сегодня визитная карточка республики, это визитная карточка не только татарского народа, но и нашего Татарстана. И это на самом деле неплохо. Не татарам, а мы покажем всему миру через сабантуй, мы покажем наш регион, наш сильный, успешный регион, мы покажем наши возможности. И на самом деле это очень хорошо. Сегодня вообще во всем мире наблюдается стремление территорий как-то выделиться, как-то показать свою особость, свою такую специфику. И, конечно, у нас как раз вот сабантуй позволяет нам показать вот наше лицо, особое лицо республики. Но в то же время ведь сегодня сабантуй превратился в демонстрацию дружбы народов в нашем регионе, и это тоже неплохо. Я всячески, как социолог, это приветствую, такую стратегию нашей республики, да. Но как вот сегодня все это разделить, очень важные для региона задачи, и с точки зрения бренда республики, с точки зрения демонстрации нашего межнационального согласия, и как сохранить его, сделать его татарским, с татарским языком, с татарскими обрядами, со всем этим циклом, который должен быть в традиционном сабантуе, очень сложная задача. Ну что, может быть, тогда сделать первый сабантуй брендовый, второй исключительно такой абсолютно татарский, третий просто веселый, я не знаю, Арслан Хайрудинович, как думаете, вот, может какие-то разновидности создать сабантуй? У нас только разновидности есть территориальные, да, когда есть там федеральный сабантуй, общеевропейский, вот до недавнего времени проводился. Сельский, шахтерский появились, да, шахтерский был. Приволжский будет сабантуй, да, сельский, да, с 2010 года проводится, 2001 вот федеральный сабантуй, вот, по-моему, Приволжский должен быть в этом году в Нижнем Новгороде, если не ошибаюсь. То есть в любом случае так, по территориальным признакам сабантуй уже делится по масштабности. Да? Ну, мне кажется, плодить праздники тоже, вот, да, это как бы такая очень тонкая, да, материя, и, соответственно, как бы не потонуть и не растерять уже то, что мы сейчас имеем, потому что тоже говорили о том, что вот хорошо, что мы это сохранили, что это есть, и что это, по крайней мере, отвечает веяниям, да, отвечает запросам людей, ну, в разной все-таки степени, да, тут какому-то общему знаменателю. В любом случае, мнению каждого человека не угодишь, да, для кого-то и, соответственно, сабантуй может быть менее такой традиционный, а для кого-то, может быть, это самый такой важный праздник, который человек очень так радостно ждет, да, соответственно, летом, и вот когда можно всей семьей туда прийти. Так что тут, сколько людей, столько и мнений, конечно, да, тут, вот, да, если то есть говорить о трендах, то, конечно, такой вот какой-то аутентичный сабантуй, такой если мы будем такой оставлять именно этнический сабантуй, то где мы можем, так сказать, удостовериться в том, что через некоторое время в погоне, так сказать, за туристическим брендом, да, то, что вот мы вас привезем сейчас в настоящий истинный сабантуй, да, вашу туристическую группу, он постепенно не обрастает вот этим вот туристическим такой скорлупой своеобразной, да, где неизменно какие-то все-таки подвижки могут быть. Вот, тут нельзя тоже уверенностью об этом говорить. Где создаем подвиды? Мне кажется, подвиды уже создаются. Ну, то есть это мы же говорим о живом организме. С одной стороны, это сама традиция и сам праздник, а с другой стороны, вот этот глобальный такой культурный контекст. И всегда будут люди, которые захотят поехать в какую-то деревню в поисках аутентичного, настоящего сабантуя для своих. И если мы уж все-таки говорим про туристов, по своему опыту и как в качестве себя, как в качестве туриста, и для человека, который знакомит нашу республику с нашей республикой, и, кстати, и местных жителей тоже, я могу сказать, ведь что хочет знать человек? Он хочет прикоснуться к жизни, к настоящей, не сконструированной. И я думаю, что я всегда за многообразие. Просто каждый сабантуй выполняет совершенно разные задачи. Есть задача, такая идеологическая, да, есть задача презентации, репрезентации республики, о которой вот вы уже говорили. И есть задача единения, когда вся семья собирается
потому что Абика, потому что Сабантуй, потому что все привыкли поколениями здесь собираться. И тогда будет деревенский Сабантуй, и, возможно, например, меня туда тоже пригласят, и я увижу какой-то другой, не Сабантуй своего детства. Ну, Рамиль Габдулбарич, у вас при этом сохраняется якутский язык, да? При этом, я думаю, что Исаак тоже бренд. Да? Это А вообще туристов... очень туристически привлекательное событие, и со всего мира приезжают. А как вы с ними разговариваете, если там в большей степени якутский? То есть вы не пытались подстроиться под туристов и включить больше русского, английского, чтобы было понятнее? Так и турист как раз-таки едет за аутентичным языком, да, для него вот это на истинном якутском языке, когда обряды производят, ему не нужно понимать, он и так вовлечен в это событие, он видит, что люди делают, поднимают руки к солнцу, и здесь, от чего не понять, что нужно также поднять руки, также тебя отчитают. Но если нужно детали какие-то, что это происходит, то у нас, конечно, аппарат тоже нормально работает, и мы поясняем на любом языке, что происходит именно в конкретном данном моменте. То есть, по идее, насытить татарским языком Сабантуй, в принципе, мы можем, не потеряв туриста. Ну да, конечно. По идее, да? То наоборот, я думаю, это привлечет. Турист за этим и едет, да? Он же приезжает в Татарстан, увидеть татарский язык, он не едет за интернациональным английским, да, каким-то или немецким. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. И совсем скоро Сабантуй в Москве. Вот Азат у нас на связи. Вот каким образом вообще, Москве нужен аутентичный Сабантуй? И вообще, что вы в нем видите? Вас тоже мы и здесь в том числе критиковали, что, в общем-то, вы точно не совсем татарский праздник, да? Что в этом году? И вообще, нужна ли вам аутентичность, да? Вы знаете, сабантуи в Москве и Московской области, они проходят все-таки как брендовые сабантуи. Они показывают татарский народ и, конечно же, Татарстан местным жителям и другим национальностям. И поэтому, наверное, мы не при всем желании не сможем сделать его полностью татарским. Ну и такое желание и даже цели не стоят, честно говоря. Да? Когда семья приходит окунуться в этнический праздник, что мы делаем? Мы подталкиваем ее окунуться через мега-квест. То есть они проходят определенное количество заданий и проявляют определенные 5 видов чувств. Что они включают? Спортивные национальные состязания обязательно они должны пройти. Дегустацию чая, чак-чака и 3 видов иш-пишмака в этом году будут проходить. Да? Один допетровский, без картофеля, потом традиционный и ППшный, где там соевое мясо, батат и кукурузная мука в основе. Понимаете, мы делаем из Сабантуя немножечко такое шоу, да, немножко фан, интерес, креатив, и заставляем людей окунуться через это в нашу идентичность и культуру. Он слушает, видит, участвует в культурной программе. В частности, массовый ручеек мы организовываем перед главной сценой обязательно, чтобы люди прочувствовали, да, то, чего, кстати, нас всегда учат на курсах режиссеров Сабантуя, за что каждый год благодарю Министерство культуры. Да, мы каждый год проходим, я там лекции читаю, и это шикарное мероприятие для того, чтобы погрузиться и сделать глубже Сабантуй с точки зрения национальных особенностей. Ну, скажем так, Азат, вы заманиваете, да? Ну, условно, первый раз человек пришел, вы вот ему шоу показали и так далее, и думаете, что после вот этого шоу человек, в принципе, готов будет погружаться в культуру глубже, дальше, к исконным традициям. Лучше узнает татар, проявляет интерес, и, конечно же, мы пытаемся отправить как можно больше туристов в любимый Татарстан, понимаете? Знаете, как увеличивается турпоток отсюда после таких мероприятий? Это абсолютно туристический Сабантуй, да? Ну, брендовый, в чистом виде брендовый, да. Так, да. Мы пытаемся сделать так, чтобы к нам, к татарам, лучше, открытие и понятнее относились здесь, в нашем регионе. Ну, здесь тоже понятно, я думаю, для Москвы это, в принципе, где-то оправдано, хотя ручеек, по-моему, точно не наше. Ну, это я сейчас так задаюсь вопросом. НЖ тут как раз речь идет о самоэкзотизации, и здесь можно разводить вот эти два понятия: экзотизация и самоэкзотизация. Если мы говорим, что для жителя Татарстана Сабантуй — это понятный праздник для всех, независимо от того, к какой национальности ты принадлежишь, то для Москвы и для области это такой экзотичный. И собственно, татары показывают, где-то, может быть, действительно самоэкзотизацией занимается, да, татары как другой народ с другой культурой, с другой кухней, с другими традициями. И здесь понятно желание таким образом привлечь внимание, к другому языку, культуре, к народу. И поэтому, собственно, нам, татарам, кажется, другие праздники более аутентичные, потому что они более экзотичные для нас. Это не наша повседневность, это то, что отличает наши праздники, да, то, к чему мы привыкли, от других.
Вот еще один момент. Рамиль Габылович сегодня вот даже не спрашивал, он просто пришел в национальной одежде. Да, вот вообще вопросов никаких не было, потому что человек вот это стиль, собственно, выработанный, со всем уважением к прошлому и так далее. В этом году, учитывая, что можно говорить, что в Буинске тут акцию бросили, а приходите в национальных костюмах. На самом деле, в национальных костюмах приходят марийцы, чуваши, удмурты обязательно. Якуты, это, по-моему, вообще просто не обсуждается, да? То есть там даже не надо говорить, да? Да. Люди сами так придут. Да, почему... А вдруг мы на татарский сабантуй просто уговариваем прийти в национальной одежде? Это вот это о чем? Это опять урбанизация, Светлана. Мне кажется, вот все-таки татары, в основном городские татары, это же уже городские жители в 3-м, 4-м поколении. Все, мы уже вот европеизированные, мы уже носим такую вот уже общую для всех одежду, и нас очень трудно уже вернуть к тем корням. Ну, вот опять якуты, они все-таки бывшие сельчане, для них это вот естественно, понимаете, надеть национальную одежду, для них это само собой. Это вот повседневная жизнь. Идея не сработает, то, что вот сегодня... Мне кажется, она, знаете, не будет, наверное, вот так вот явно, как у якутов, например, чтобы так вот полный костюмный комплекс одели татары, но какие-то вот элементы, они будут все время потихонечку появляться все больше и больше. Колпачок, да? Надеть, там украшения надеть, что-то еще, да, вот. Это будет, я думаю. Это видно, ведь на самом деле сейчас вот люди больше и больше... Но при этом на мужские костюмы-то мода пошла, причем в органах власти, да, это модно, в принципе. А что девушкам-то тогда носить уже на сабантуй? Мне кажется, в этом смысле мы уже, во-первых, видим вот эту тенденцию, о которой вы уже вот только что сказали. И давайте вспомним вообще фотографии татарок начала 20 века. Татарка городская, она стоит в абсолютно европейском платье, но с элементами, это может быть мыгас-калфак, да, это может быть изю, это какие-то украшения. Точно так же сегодня, благодаря нашим умельцам и дизайнерам, очень много элементов, причем адаптированы так, чтобы можно было носить постоянно. Но вот я могу сказать, что я почти не снимаю изю, и ношу его и с джинсами, и с платьем, и с чем угодно. То есть вот этот элемент, когда в современную одежду, в современный костюм, встраивается такой вот акцент, который говорит о национальной идентичности. Сейчас просто действительно вот такой всплеск и потребность на локальную, региональную идентичность и национальную, которые встраиваются в уже существующие нормы. Ну, то есть, в принципе, мы увидим этот тренд, я думаю, понимаю, что да. В прошлом году был Милли Кием, и очень много людей приходило в национальной одежде, либо с какими-то элементами. Количество дизайнеров, которые участвовали в маркете, вы тоже вот можете увидеть. То есть это уже не... то есть взрослое поколение, это молодые девушки, которые вот они прям изучают сейчас эту культуру, они пытаются внедрить, даже если это просто орнаменталистика, нанесенная, допустим, на какой-то элемент одежды, это тоже, они хотят себя идентифицировать именно с этим. И это вот важно, и что сейчас эта тенденция есть, мы должны ее поддерживать и максимально как бы прикладывать все усилия для того, чтобы и сами как бы в это одеваться, и все остальное. То есть у нас есть что показать, что нас отличает от всех. Вот. Еще одна деталь, Арслан Карудинович. Вот говорят, по нашим источникам, все-таки на сабантуй знакомили молодых людей. Была ли такая традиция, и возможно ли эту традицию, почему бы нет, да, возродить сегодня на современном сабантуе? Я думаю, как обязательный такой элемент, что знакомьтесь, мне кажется, уж люди сами разберутся. Вот. А так действительно праздник всегда, да, с кем и как знакомиться. А так действительно как раз вообще народные традиционные праздники, да, это вот время, то есть досуговое, и в том числе они как раз и необходимы были для того, чтобы молодежь могла в более такой неформальной обстановке познакомиться, да, потому что в любом случае это и приезд мог жителей, не только я сейчас про сабантуй говорю, вообще про народные праздники, да, если мы говорим, это приезд жителей соседних деревень, где как раз можно было себе выгодную партию, либо чаще всего, конечно, родители, да, жениха или невесты могли подсмотреть какую-то выгодную партию для своего, соответственно, ребенка, взрослого, да, уже. Поэтому действительно очень такая хорошая, зрелая и понятная традиция, знакомство, да, себя показать, на других посмотреть. Да, я хотела сказать, у Петрау эта традиция есть, у них 2 счета, то есть на одной молодой человек оставляет свой телефон, на другой девушка оставляет свой телефон. И уходите эти мобильные приложения, сайты знакомств, пожалуйста, есть у нас свои... Да, но я хочу сказать, что это просто вот, да, она тоже трансформировалась, традиция, но она осталась, то есть они на самом деле это вот делают, звонят друг другу там на праздники и встречаются, то есть вот как-то так.
И Аслан Хайрудинович, да, что прежде чем итоги подводить, чего вот точно нельзя делать на Сабантуе? Вот самая такая традиция, которая просто вот нарушает все. Не знаю, наверное... Историческую справедливость. Наверное, грустить не стоит на Сабантуе. Грустить не стоит, так. Всегда нужно приходить с таким позитивным только настроем. Как раз и 24 числа, да, всех приглашаем. Наверное, так. Потому что остальное, какие-то адекватные совершенно меры, они, в принципе, такая вот картиночка есть. Ну и котык. Ну и котык. В общем, с монеткой тоже... Котык, да, тут с осторожностью. С осторожностью, так можно сказать. Жарко, молочный продукт. Хорошо, мы подводим итоги опроса среди нашей телеаудитории. Спросили мы тоже, знаете ли вы традиции праздников своего народа. Еще раз. 72% считают, что да, все традиции в нашей семье передаются из поколения в поколение. 11 считают, что все праздники одинаковые, песни и пляски. Но 15% все сказали из телеаудитории, а это в большей степени сельская аудитория, считают, что нужно смотреть в будущее, а не в прошлое. Вот тоже так интересно. Буквально коротко в завершении, что главное для настоящего Сабантуя. Уходим от слова аутентичный, пусть он будет настоящий, да, такой, какой есть сегодня. Вы знаете, мне трудно говорить о настоящем Сабантуе, но вот я сегодня послушала всех своих коллег, и мне кажется, может быть, нам поразмышлять нужно о том, что Сабантуи должны быть разными. Городской Сабантуй может быть один, республиканский – это другой Сабантуй, третий Сабантуй – это деревенский, настоящий деревенский Сабантуй, когда это не только вот это кульминационный этап, когда все встречаются на Майдане, но это еще и большой подготовительный этап, когда, вот помните, вот это была ведь такая традиция, когда молодушки готовили специальные призы для борцов. Вышивали полотенца, скатерти, полотенца, все это готовилось, и потом... Была целая процессия по деревне, когда молодые парни с гармошками проходили, да, во многих деревнях, кстати, она сохранилась. И у нас и в Казани это пытаются восстанавливать эту традицию, да, поэтому и сам праздник был настоящим, народным. Люди сами организовывались, сюда не вмешивалось государство, не какие-то внешние, какие-то другие люди, а сами люди, сельчане организовывали этот праздник, проводили своими силами. Это было действительно душевное сборище людей, семьи. Это обязательно... Сабантуев должно быть много, Сабантуев должно быть... Вы резюмировали. Да, Аслан Хайрудинович, что главное на настоящем Сабантуе? Главное на настоящем Сабантуе, мне кажется, это как раз люди. Потому что если не зазывать, это как такое народное, да, внутреннее чувство сопричастности, прийти просто, мне кажется, не вкладывать какие-то глубокие смыслы туда, или просто повеселиться, или там найти себе, да, партию какую-нибудь, как мы сегодня выяснили, да. Ну, либо если мы говорим про какие-то действительно задачи все-таки государственные, а мы не забываем, да, что Сабантуй это все-таки на государственном уровне празднуется, это определенное чувство консолидации, которое тоже, мне кажется, скобками оставлять не стоит. Спасибо. Поемче, да, пожалуйста, Анжи. Сабантую быть, мне кажется, то, что мы видим, он живет, он модифицируется. Очень важно, что к Сабантую подключаются теперь эксперты, они его изучают. И то, что остается, вот, он разномасштабный и на разном уровне. От уровня малой семьи, да, до уровня республиканского. Поэтому все с Сабантуем хорошо. Спасибо. Азат, очень коротко тоже итог. Что главное на Сабантуе? Я считаю, что главное должны быть люди, которые хотят его из года в год делать его современным, актуальным, отвечающим потребностям. Поэтому, присоединяясь к Энджи и к остальным, считаю, что ему быть, но в очень многогранных разных вариантах. Спасибо. Рамиль Габдулбарович, что главное в праздниках народных? Ну, для меня, как для татарина, это прежде всего Сабантуй, это семейный праздник, да, про семью и, конечно, как и для политика, это дружелюбность, восприятие других гостей и знакомство с Татарстаном должно все мягко, по-татарски проходить, как мы любим. А Исаах? А Исаах, я очень рад, что все-таки взбудоражили, да, Якутия взбудоражила в прошлом году и Татарстан, и Сабантуй. Мы еще раз свежим взглядом где-то посмотрели на наш праздник Сабантуй, как должно быть, так ли мы делаем, проверим, проверка связи такая, да, все нормально работаем, идем в правильном направлении. Спасибо, Суровина. Ну, я хотела вот на такой лирической ноте, конечно, закончить, то, чтобы у каждого человека была вот такая бика, которой вот во время Сабантуя съезжали все родственники. То есть вот это, наверное, основа. Вот.
Благодарю всех экспертов. Очень лиричная. Вспомнила свою Абику, к которой мы точно так же ездили. Итак, череда Сабантуй продолжается. Народных праздников тут впереди в Челнах, в Нижнекамске, потом 24-го в Казани, ИСА в Казани. В общем-то, гулять не перегулять. Людей у нас много, дружелюбия много. Хорошего настроения. Всего доброго. До свидания.